Самые высокие цифры заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения в стране сегодня приходятся на лиц старше 60 лет. Это статистика санитарных врачей. Что можно объяснить ослабленным иммунитетом? Но и категория от 30 до 49 не отстает. Очевидно, что именно она хуже всего соблюдает требования в части масочного режима. Если сравнивать с детьми, то это самые низкие цифры, говорят в Роспотребнадзоре, в 6 раз ниже, чем у людей старшего возраста. Именно по этой причине введение дистанционного обучения для дошкольников и учеников младших классов на сегодня не рассматривается. Смысла разобщать их нет. В группе риска взрослые, которые с ними работают. Что касается приостановления работы отдельных классов и школ, то это в первую очередь из-за параллельного роста болеющих ОРВИ, который пока в целом по республике находится в пределах эпидпорога, но очень близок к превышению. Сегодня, посмотрите, в автобусе ездят без масок, в магазин ходят без масок, причем нарочито это делают, чтобы я не боюсь и прочее. И я хотел бы обратиться к молодым людям прежде всего. Ведь молодежь – это очень активная наша часть общества, которые зачастую не имеют собственного жилья и не могут самоизолироваться. Если пожилые люди уже начинают относиться к своему здоровью более трепетно и рачительно, то молодежи свойственно наплевательское отношение, буду говорить прямо. Но эта молодежь проживает совместно с лицами вот тех возрастных категорий, которые я перечислил. И даже если молодой человек заболевает, он переносит это, как правило, легко. Дальше, чем, условно, какая-то небольшая пневмония среднего течения, у него не развивается заболевание. А его близкие люди, которые старше него, которые уже в преклонном возрасте с букетом своих хронических заболеваний, к сожалению, переносят это значительно тяжелее. И поэтому сегодня посмотрите, кто госпитализируется. У нас ведь все видят та ситуация, которая складывается с госпитализацией в два наших ковид-госпиталя, самых больших, это КРБ и инфекционная больница. Кто проезжает мимо, тем все видно. С сегодняшнего дня в России, напомним, введен всеобщий масочный режим. Постановление об этом подписала главный санитарный врач Анна Попова. Носить маски граждане обязаны в местах массового пребывания, в общественном транспорте, такси, на парковках и даже в лифтах. А в связи с тем, что, как выясняется, не все правильно их носят, Роспотребнадзор распространил специальный практический комментарий на эту тему. Если мы носим маску, верхняя железная скобочка должна быть наверху. Дальше, если мы расправляем складочки на маске, то они должны спускаться вниз. Для чего это нужно? Почему не вверх? Для того, чтобы не задерживались возможные инфицированные капельки на поверхности маски. Мы ее одеваем так, чтобы были закрыты и нос, и рот. Прижимаем пружинку, чтобы она соответствовала форме носа. И идем, например, в общественный транспорт. Дальше, как мы маску снимаем? Вот так вот маску снимать неправильно. Вот так вот я сейчас делаю рукой. Это неправильно, потому что эта поверхность контаминированная. И так, снимая маску, мы уже заведомо контаминируем свои руки. Дальше, которые мы должны вообще, по идее, мыть. То есть маска снимается за те семочки, которые расположены на ушах. Маску вот так вы снимаете. И дальше... Если вы ее не планируете больше использовать, вы ее выбрасываете. Если это трикотажная маска, а не одноразовая, то тогда вы ее можете положить, опять же, в пакетик, дальше принести домой и постирать. Все, вы больше не пользуетесь. В следующий раз вы, если вы ходите второй раз в магазин, вы должны использовать другую маску. То есть в день, если это трикотажные маски, я думаю, масок должно быть таких от 3 до 5. Дальше вы их стираете, на следующий день опять используете. После того, как вы сняли маску, потому что не исключается тот вариант, что вы снимете ее неправильно, нужно обязательно помыть руки или обработать их антисептиком. Я допускаю тот вариант, что, конечно, нет, может быть, там рукомойника рядом с, например, тем местом, где вы находились или в общественном транспорте, но не проблема. Здесь сейчас есть антисептики, вы обрабатываете руки антисептиком тоже по определенным правилам. И об этом тоже можно сказать немного позже. Итак, маска должна сниматься правильно.
Что касается коронавируса, главная его угроза, по мнению врачей, в непрогнозируемости проявления при заболевании и в отношении к нему тех, кто еще сам не сталкивался.